Улица Колхозная у сыктывкарских водителей не в почете. Ехать сюда, особенно после дождей, они не рискуют. Все потому, что в недавнем прошлом по весне это место больше напоминало зону подтопления. Уровень воды местами доходил до лобовых стекол. Случалось, что здесь терялись номерные знаки автомобилей. Вот так при помощи граблей несколько лет назад табличку искал один из водителей. Вышел, открыл люк, вытащил. Там он весь забитый. Вода никуда не уходила. В течение получаса начала воронка появляться. И все, вода потихоньку начала спадать. А бывало, сам транспорт буквально уплывал от хозяев и неоднократно глох из-за воды. Глохла машина совсем. Там вода полностью залилась. Весной этого года в столице Коми проводили очистку ливневой канализации. Не обошли легендарную Колхозную. Тогда после очередного дождя автовладельцы заметили, здесь впервые за последние годы не образовалась гигантская лужа. Но вот пришла осень, и картина повторяется. Дождь прошел вчера, но вода до сих пор не ушла. Последние пару недель погода не баловала. В Сыктывкаре выпала половина месячной нормы осадков. Колхозную, как обычно, залило. Постоянно здесь лужи. Как не дождь, всегда такая лужа здесь. Про очистку ничего не знаю, но мне кажется, сколько лет не работала эта ливневая канализация, по-моему, до сих пор осталась. После каждого дождя лужа там. Всегда люди весной-осенью, в основном, от снега. К слову, многие автовладельцы лужу объезжают. Говорят, вот так поплавать можно на кругленькую сумму. Из строя техника выходит быстро. Эта электроника вся заливается. Радиатор забивается, если вот много воды. Ну и мимо проезжают прохожие машины заливают. Мойка снова опять же мыть это. Вы решили объехать? Конечно. Зачем это надо? Лишние расходы. Впрочем, в самой низине, где обычно происходят наибольшие потопы, на этот раз сухо. Видимо, недавняя очистка все же помогла. Узнать об этом еще с весны пытаются представители активного региона. Портал следит за работой коммунальщиков и столичной администрации. Были обращения по необходимости очистки ливневок в городе Сыктывкар. Это касалось улиц и Колхозная, в частности, потому что большая степень стока идет именно туда вниз. Ну и в целом по городу, конечно. Администрация города, в свою очередь, обещала решить эту проблему. Ну вот на сегодняшний день мы ждем итогов их работы, их решений, что предприняли и что получилось. Руководитель дорожного надзора Коми уверен, очистка колодцев. Мера может быть и эффективная, но временная. Вода всегда будет стекать именно в эту часть города, как в самую низкую точку. Сыктывкару пора пересмотреть ремонт дорог в целом. Здесь надо подходить комплексно. Я понимаю, что задача достаточно объемная как в финансовом плане, так и в работе. То есть проработать ливневки и банально пересмотреть дорожную верхнюю рубашку, когда вот ее восстанавливают, ее надо укладывать с определенным уклоном, чтобы вода стекала в эти ливневки. Без этой работы никуда, потому что у нас ямы, в основном, которые вот образуются, трещины, они все образуются как раз-таки в тех местах, где вода скапливается, самопроизвольно никуда не стекает. Правда, для этой работы нужны грамотные специалисты. Если в Коми таковых нет, в России их найти не проблема. Другой вопрос финансовый. Ремонт дорожного полотна с уклонами – дело затратное. Таисия Шакова, Павел Юлианмин, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.